Рассказы Лукмана. Лукман Закиров, старейший писатель Татарстана. Ему 97 лет. Меня зовут Алиса, я подбираю его произведения для их озвучки и размещения в интернете. Выпуск 11. Жил в стране советской не советский человек. Всю сознательную жизнь я завидовал тем киноперсонажам, которые щеголяли в изящных мужских халатах с переливающимся велюровым воротником и шелковым ленточным поясочком. И вот уже в зрелом возрасте, в годы интенсивного вымирания маразматических генсеков, я надумал осуществить свою давнюю мечту. С этой целью в течение недели обошел все промтоварные магазины города. И твердо убедившись, что в советских магазинах продают только женские халаты, решил заказать себе халат в ателье. Но, как известно, в те времена было нельзя и то, что можно. Оказалось, что материала для мужских халатов в магазинах тоже не существует. Но голь на выдумке хитра. Добрые продавцы посоветовали достать по блату махровые простыни или дефицитные в те времена детские одеяла. Махровые простыни я видел только в кино, а детские одеяла в магазинах были, но их продавали по талонам тем, у кого имелись младенцы. Советская система была устроена так, что даже самый честный человек временами превращался в вора или мошенника. И я тоже соблазнился, заинтересовав материально некоторых мам, приобретавших в детском мире пеленки по талонам. Купил 5 детских одеял и от радости, мурлыкая марш физкультурников, побежал в ближайшее ателье. Но не тут-то было. Там не захотели браться за такое новое для них дело. Побывав во всех городских мастерских инподшива и ателье, я убедился, что мужские халаты никто никогда не заказывал, а потому нет таких специалистов и даже нет прескуранта для пошива. С этим вопросом я дошел до Минбыта и, к моему глубокому огорчению, получил подтверждение. Оказавшись в дурацком положении, я попытался вернуть одеяло в магазин. Но из-за правил советской торговли ничего у меня, разумеется, не вышло. А продавать дефицитный товар возле магазина в советские времена было рискованно. И я, пожертвовав своим выходным днем, в очередное воскресенье потащил эти одеяла на барахолку, расположенную за городом. Были это андроповские времена, когда устраивали милицейские облавы не только на рынках и в магазинах, но и в общественных туалетах. Я, никак не сумевший приспособиться к советскому образу жизни советский человек, был схвачен первым переодетым сотрудником ОБХСС сразу же на подходе к барахолке, так как нес свой товар открыто, с болтавшимися на нем магазинными бирками. Сотрудник ОБХСС, забрав мои одеяла, чтобы я не сбежал с товаром, повел меня к милицейскому дому, расположенному в центре барахолки. А я шел сзади и на ходу строил планы, как выкрутиться. Если бы рассказал правду о моей халатной затее, то никто бы не поверил. Мужской халат – это ведь было что-то из разряда не нашей жизни. Меня могли бы счесть шизиком и отправить в психушку. Подобные мрачные мысли придали мне смелости, и я шмыгнул в толпу. Вечером того же дня и еще несколько дней мы дома не отходили от телеэкрана. Показывали пойманных спекулянтов. Оказывается, на этой крупной барахолке милиционеров было больше, чем спекулянтов.
и несчастных снимали с помощью прекрасной, тогда еще никому недоступной японской видеотехники. Среди плакавших арестованных были в основном студентки, зарабатывавшие на жизнь перепродажей дешевых карандашей для наведения теней. О моих детских одеялах местное телерадио молчало. Однако в эти дни провели облаву в детском мире. Спекулянтов там не нашли, но увезли в милицейский участок в 3 икарусах 100 госбюджетников, шлявшихся по магазинам в рабочее время. Я сидел у телевизора счастливый. Вожделенного халата у меня не будет, но ведь и психушку не посадили, и даже не показали по телевизору как мошенника. Как хорошо!